14 мая в республике стартовала семейная неделя. Приурочена она к Международному дню семьи, который отмечается во всем мире ежегодно 15 мая. В эти дни во всех городах и районах республики состоятся различные акции, направленные на поддержку семьи, сохранение и развитие семейных традиций. Так вот, что это за мероприятие, да и вообще, как проходит год семьи, объявленный у нас в Башкортостане. Вот об этом поговорим в эфире главного телеканала республики. Меня зовут Равиль Ватолин. Здравствуйте. И в гостях у нас сегодня министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Ленар Иванова. Ленар Хакимовна, здравствуйте. Здравствуйте. Но если говорить о неделе семьи, впервые мы подобное в республике делаем, да, что называется. Вот как она будет проходить, какие мероприятия, ну и как решили, что называется, вот все-таки отмечать ее вот такой неделей? Ну, решили просто потому, что этот год семьи. На самом деле, спасибо большое за поздравления. Я тоже присоединяюсь. Все мы семейные люди. И это, в общем-то, праздник для всех людей, кто имеет семьи. А по сути, это все люди, живущие на земле. Потому что наша кровная семья, откуда мы родились, это же наша семья. Даже если я не создал свою новую семью, верно, все равно у нас есть семья у каждого абсолютно человека. Поэтому это наш общий праздник. Ну, понятно, что раз год семьи, то мы решили посмотреть календарь. И чтобы у нас в течение года так или иначе мы периодически, скажем так, подсвечивали эту тему, напоминали о ней и еще раз ставили акценты на том, что важно. И вот эту неделю мы тоже постарались вот разложить с точки зрения, ну, скажем так, где-то помощи семьям, где-то с точки зрения напомнить. Так, например, с понедельника, со вчерашнего дня у нас идет сбор товаров для детей, то есть это детские не вещи с точки зрения одежды или обуви, а именно велосипеды, самокаты, какие-то приспособления, электроприборы, коляски детские, автокресла. Вот такие вещи мы собираем в наши центры «Семья», которые теперь есть во всех городах и районах. Прошу обратить внимание, вот иногда у меня спрашивают, иногда в социальных сетях, а где, собственно говоря, адреса? У нас есть сайт Министерства труда, Министерства семьи и труда. И там есть специальный баннер «Год семьи». Вот когда вы щелкаете на «Год семьи», вы попадаете в мероприятие года семьи. Вот там можно посмотреть в том числе майскую неделю семьи. Что касается непосредственно вот этой акции, у нас в новостях вот с такой вот, так скажем, картинкой «Семейный бумеранг доброты», вот то, что вчера вот это началось, да, то есть мы сбор вот этих вещей начали для того, чтобы что-то в прокат, что-то непосредственно подарить, особенно семьям, где, например, погодки, когда еще, например, стульчик детский еще не освободился, уже второму нужен, да, либо двое сразу родилось, и, ну, это реально очень трудно для порой семьи. Попросту нет Просто средств купить. Помочь, да. Совершенно верно, да. Вот эта информация на этой новости, в том числе есть и ссылки на каждый город и район, то есть вы заходите в центры «Семья», и там у вас, ну, как бы открывается, то есть Абдилиловский, и ты можешь как бы щелкнуть, совершенно верно, и посмотреть, куда, по какому адресу можно подойти. Сегодня, непосредственно в День семьи, мы решили обратиться к работодателям и устроить такой счастливый час, мы его называем. Это сокращение рабочего дня на 1 час, когда руководитель по своей доброй воле, оформив это соответствующим приказом, сокращает рабочий день на 1 час для лиц с семейными обязанностями. То есть мы здесь подчеркиваем, что... Но вот откликнулись работодатели? Откликнулись. У нас огромное количество звонков. Все спрашивают, как это оформить. Вот, ну, мы, как бы даже, если честно, не ожидали такого внимания, интереса. Может быть, ну, правильно было оформить это более заблаговременно распоряжением правительства, чтобы, ну, как-то, скажем так, обозначить. Но в любом случае официально основанием для этого приказа может являться, во-первых, указ о годе семьи, затем распоряжение правительства о плане по проведению года семьи, а также обращение меня как координатора правительственной стороны Республиканской трехсторонней комиссии и одновременно министра труда к работодателям республики с просьбой или с рекомендацией осуществить вот это сокращение рабочего дня на 1 час. То есть вот этим прошу руководствоваться. То есть это можно вполне серьезно оформить, а можно и, в принципе, ну, скажем так, просто
ну, Это скажем жест так, доброй воли, что жест называется. доброй воли, да, просто начальник отдела сказать: ребята, а сегодня я вас отпускаю пораньше, да, Да. то есть такое тоже абсолютно не Но самое главное, возбраняется. успейте, надо досмотреть, надо еще буквально 10 минут. Совершенно верно. Вот. Завтра, что у нас завтра? Завтра у нас акция «Позвони родителям». То есть мы на всех, так сказать, возможных носителях напоминаем о том, что нужно позвонить родителям. Планировалась, конечно, рассылка через мобильных операторов, как МЧС распространяет такую информацию. К сожалению, оказалось все это очень долго и сложно через Москву. Но, в общем, неважно, в любом случае. Есть социальные сети, каждый из зрителей может это в любом послать, что случае, я называется. думаю, что реально завтра мы с вами это поработаем в Да. этой части. Вот. Послезавтра у нас день телефона доверия. То есть у нас телефон доверия детский действует очень давно уже. Значит, его номер таков: 8 800 347. Простите, он же общероссийский, 8 800 122 2000. Кроме этого, с 20 марта в республике стартовал и взрослый телефон доверия. Он уже звучит как 8 800 347 5 и 300, то есть 5000. Вот эти телефоны оба функционируют, в том числе они рассказывают об этих мероприятиях, то есть там возможно эту информацию также узнать. Но самое главное, вот тот второй телефон, который для взрослых, который 8 800 347 5000, он, ну, как бы специализируется на информации о мерах социальной поддержки, о как бы такой некое диспетчирование, куда можно обратиться, вот как раз в том числе ту, ну, информацию, которая у нас на сайте есть, не все еще знают. Но я сейчас еще скажу, у нас еще Но работать он будет портал. и всегда, он всегда работает. Он всегда работает, просто мы его будем больше о нем информировать. Популяризировать. Именно в четверг. В пятницу, традиционно, пятница-суббота, это свадьбы. И у нас акция, у нас 140 семей получат стикеры, на которые будет написано: «Мы поженились в год семьи». Да, то есть мы дарим через наши ЗАГСы эту такую наклеечку, и в итоге вот такую красивую наклейку можно будет, ну, собственно, на машине или где-то, да, разместить. И, в принципе, это тоже такой интересный момент. Я очень надеюсь, что эти пары будут, самое главное, крепкими. И что да, потому что есть же есть некий стереотип, что вот в мае женщины будут маяться. Вот надеюсь, что это вообще, преодолеем. По сути, говорят же, вот маяться и так далее. И на самом деле у нас Госкомюстиции, которые органы ЗАГС курируют, они сказали, что действительно в мае гораздо меньше свадеб. Поэтому им такой бонус, знаете, и сказать: ребята, это не имеет никакого значения. Абсолютно. Да. То есть мы их поддержим таким образом. Ну и завершится неделя у нас, получается, в субботу стартует второй родительский форум. Одновременно с ним по всей республике будут проходить семейные выходные. Это уже стало такой доброй традицией в Уфе. В Уфе уже с ноября проходит, получается, в 5-й раз эта акция будет, даже в 6-й раз. А в Уфе она будет проходить в торговом центре «Июнь». Ну, площадка огромная. Да. То есть семейный выходной, пазлы семейной жизни, там очень много всего интересного будет, так что уфимцев и гостей приглашаем в июнь. А вот в городах и районах это будет проходить также, где-то в торговых центрах, где-то в домах культуры. Но точно везде абсолютно стопроцентный охват у нас в этом году. Мы просили, конечно, чтобы даже в деревнях проходили. Где-то это сумели сделать, где-то нет. Потом по итогам мы обязательно разместим информацию, где что проходило. И нужно сказать, что после субботы у нас воскресенье, с учетом, что в субботу у нас Ночь музеев, есть договоренность с Министерством культуры, и у нас бесплатные походы в музеи, и отдельные театры также предоставляют скидки для семей с детьми. То есть у нас вообще вот эта тема семейных тарифов, она очень хорошо пошла в народ. Нужно сказать, что детские спортивные школы, парки, очень большое количество организаций, которые также вот эту тему нормально абсолютно восприняли. И в данном случае в воскресенье есть возможность бесплатно сходить с семьей, ну такой культ-поход. Ну и некое такое межведомственное, что называется, взаимодействие, но вот вылилось в этом плане межкультурное очень дружно, взаимодействие. Да, в нашем социальном блоке живем, то есть мы, в общем, друг друга поддерживаем. Поэтому это, я думаю, что будет здорово, и я думаю, что при учении семейных походов речь идет иногда не о бесплатном, а просто льготном. Ну, в тот же, допустим,
мультимедийный парк «Россия. Моя история». «Россия. Моя история», да, вот буквально в майские праздники я с детьми, студентами ходила, то есть там замечательные скидки для студентов и для детей вообще. Ну и вообще там есть семейный билет, некая такая там тарифная опция, да, куда вот можно это сходить. продуманная, так скажем, тарифная политика, и вот это надо везде продвигать, что семья это выгодно, в принципе. Ну да, потому что билет порой бывает 300-350 рублей, если это умножить не на 4 благотворительность, человека. а маркетинг, по большому счету. Верно. Потому что так, может быть, просто люди вообще не пошли, а по льготной цене они пойдут, и хоть какая-то прибыль будет. Абсолютно. То есть не ценой, а количеством брать. Совершенно верно, за счет вала. Вот. И таким образом у нас вся неделя абсолютно такая живая, активная. И в заключение, ну, скажем так, сегодня для зрителей, с учетом, что сегодня День семьи, я бы хотела презентовать наш портал, который работает, вот, ну, собственно говоря, с вчерашнего дня в новом формате. Его адрес семья.рб.рф. Это семейный портал Башкортостана. Там огромное количество информации. Там есть также информация о всех наших акциях, о всех мероприятиях, которые, ну, так называемая афиша, да, семейная афиша, консультации специалистов. Там же мы вывешиваем ролики, которые мы делаем для повышения родительских компетенций, такие мини-лекции для родителей. То есть прямо 1-2-минутные ролики, ну, там, элементарные, как приучить ребенка читать. Ну, то есть вот множество различных есть тем, где нормальные такие проверенные, так скажем, специалисты, психологи, где-то узкие специалисты дают полезную очень информацию. То есть мы очень надеемся, что люди привыкнут к этому порталу и в принципе, ну, каждая семья, по сути, может пользоваться этим порталом постоянно. Вот сейчас, ну, там идет до наполнения, но вот в частности, допустим, про тарифы, там уже есть информация, да, то есть где скидки как бы. Ну, может быть, у кого-то будут предложения, и тоже можно бы их высылать, и так, чтобы дорабатывать уже вместе, что называется. Это вообще очень приветствуется. То есть в этом смысле я обращаюсь ко всем, что как нам его улучшить, чтобы действительно он был еще более полезным для каждой семьи. Вот в этом смысле мы нуждаемся в вашей обратной связи, то есть ваши оценки. Но у нас буквально 30 секунд остается. Год семьи в итоге все-таки не ограничивается вот этой неделей. У нас он идет еще и дальше и дальше. Мероприятий огромное количество. Да, вы знаете, здорово, что очень многие заинтересовались, и различные предприятия сами, администрации городов и районов проводят свои мероприятия, там марафоны, какие-то акции объявляют. Там по поводу свадеб очень интересные вещи. Но самое главное, отношение к семье, мне кажется, в целом просто улучшается, повышается к этому интересу молодежи. И 17 июня, это вот в ближайшие, так сказать, если говорить о мероприятиях, да, то у нас будет День отца. 8 июля у нас в России отмечается как День семьи, любви и верности. Дальше впереди, ну понятно, с сентября начинаются вообще свадьбы, да, это как бы принято. Да, потом у нас День матери. В общем, весь год абсолютно у нас задействован. И нужно сказать, что 8 июля ждите сюрприза. То есть мы готовим сюрприз. Я надеюсь, что он будет интересен, и в нем будет участвовать канал БСТ. Ну, вот будем заинтригованы, что называется. Будем ждать. Спасибо большое. Сегодня у нас в гостях была министр семьи, труда и социальной защиты населения Республики Башкортостан Линара Иванова. А телезрителям хотим напомнить, что год семьи объявлен в 2018 году в Башкортостане, поэтому не проходите мимо. Ну, самое главное, быть активными, наверное. Вот не нужно ждать, может быть, каких-то мероприятий, а проявлять их сами. Активные граждане есть буквально в каждом дворе, в каждой квартире, поэтому присоединяйтесь. Ну и вообще год семьи не ограничивается, наверное, одним годом, поэтому присоединяйтесь обязательно. Давайте все-таки поднимать институт семьи, что называется, на новый качественный уровень. Смотрите главный телеканал Республики, будьте в курсе событий, не переключайтесь.